Ну, всем привет! Начинаем. Что начинаем? Мы уже начали. Машину запустили. Процесс не показал, потому что был занят. В процессе было много корректировок, которых было срочно устранить. Ну и лишних шумов, которые показались, что двигатель как-то не так собрали, неправильно клапана притерли. Но, слава богу, попала всего лишь ниточка под клапан от тряпки. Сейчас мы занимаемся торпедой, которую уже перетянули, установили. Красим салон от ржавчины и многое другое, что и дальше буду рассказывать позже. А это толстый, как обычно. Я второй этот. Так, ну что у нас? У нас салон сейчас в черном цвете. Черно-зелено. Вроде неплохо получилось. Хотя так, побаловался баллончиком просто. Сейчас подсыхает. И нанесем немножко, так сказать, дизайнерские фигли-мигли. Есть идея, как говорится, и будет Икея. Че, дыма много? Краска пахнет? Ты заказал бузы? Ты сказал, ты еду заказал. Какое? Бузы? Угу. А, ты решил. Вот, попадай. Чтоб тебе, ну ты понял. Ну вот так вот все выглядит. Пуск. Идем. Выпуск. 4, 2, 1. Масло кулек подключили. Фитинги переделали. Толстый переделал, возил. Поставили кулек масляный на охлаждение. Поставили датчики дополнительные. Температура водички. 2 датчика ЕГТ. Так как один бортовой компьютер ZDEFI в Китае, ну ничего. Запущу позже, продемонстрирую. Делаем изврат. А? Тем более, говорю, работаем в таких условиях. Вонючих. Не воняет краской. Запах не передается. Не. Вспомнить, как гаражи бомбили в школе. Ах, вот кто разрисовывал их. К сожалению, да. А почему именно в этих цветах, я потом объясню. Потому что гладиолус. Так, теперь наносим следующий цвет. У нас какой цвет? Металлик какой-то. Ты металлик? Я Виталик. Ты Виталик. У тебя есть друг Виталик, да? Так, мы продолжаем вести репортаж с покрасочного цеха Андрея Сергеевича. Как суровые гонщики даже красят без каких-либо средств защиты. Они дышат краской. Ну вот, в общем, завершили немножко покраску, так сказать, пола автомобиля. Ну и немножко, так сказать, изменить всю расцветку, потому что машина бело-зелено-желтая. Ну, в большей части будет желто-зелено-синяя. Такие спонсоры. Вот. Ну и решил подготовить пол под этот цвет и под эту расцветку. Сейчас продемонстрирую. Как бы это стрёмно не смотрелось, но это прикольно. Вот. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот такой вот мега ядовитый цвет появился. Мне кажется, прикольно. Хоть необычно, не как у всех. Мне нравится нестандартное решение. Вот. Своеобразно прикольно смотрится, конечно, прикольно.
Все так, баллончиками, как раньше граффити рисовали. Что еще могу продемонстрировать? Продемонстрирую работу мотора. Так как все тут покрашено, особо не буду. Включаем массу. Так, что у нас? Еще ничего не загорелось. И насос. Зло стоит. Вот так вот тачка работает. Выхлоп позже переделаю. Свет. Светодиодный свет. Опа, еще люстра не горит. Странно. Я ее, по-моему, отключал. Наверное, да. Все датчики в норме. Обороты высокие, потому что еще не настроили, и все-таки ковка. Ну и это все подстраивается, конечно, и все нормально будет. Температура должна быть около 70-80, чтобы нормально мотор работал. Своеобразненько. Скоро поставлю сиденье, и с купе, в общем, будет круто смотреться. Тросик западает. Еще неровно работает. Бензин старый залит. Воняет, знаете, такой аптекой. В аптеку, когда заходишь, такой специфичный запах. Вот уже обороты падают. ЕГТ, кстати, одинаковая, да, по-моему, у нас. Чуть-чуть разница. Температура выхлопа 400. Ну да. Потому что на каждый, на второй, третий цилиндр стоит датчик. Мы решили таким образом найти середину золотую. Вот. Температура 34 пока. Так и знал, что-то разбил. Чаем надымили немножко. Вот. В общем, все нормально пока. Жду датчик лямбда-зонд, кислородный датчик на ШЛЗ, чтобы проверить богатую бедную смесь. Вдруг настройка сбилась. Мой старый датчик сдох, поэтому сейчас заказали и ждем. Как датчик придет, ставим и в путь на тренировочную. Надо дождаться еще температуры, чтобы хотя бы минус 25 было. Потому что сейчас пока 40, 35-40. Довольно-таки прохладно. И сделаем тест. Я поеду не один, наверное, с сокомандником, а может и с противоположной стороны, соперником. Сразу протестить Toyota с Honda. Кстати, щелкает. Нагрелся выхлоп и щелкает, отходит. Ну вот такие вот, друзья, дела. Ждем следующие новости. Сейчас посмотрю лампа, что такое, что происходит там. Ничего не снимал, потому что сам был в работе и тяжело снимать одновременно, конечно. В общем, приехал Толян, привез колеса летние для того, чтобы заехать на динамометрический стенд, потому что на шипах туда нельзя. И я вам покажу сейчас вид. Это что, Адван? Это ВЭЦ. ВЭЦ! Куча бабла стоит. Толян, намахай. Скажи, пока ВЭЦ, они теперь мои. Ха! Я шучу. Смотрите, какая прелесть. Щет. Ты на Хонде смотришь. Ой, плохо. Ой, слушай, ну это жир просто. Прям нормальная тачка. Она реально сейчас отсюда смотрится Кастрол. Вот иди сюда. Просто Кастрол, я тебе говорю. Прямо бомбюха. Вообще. Дисочки, конечно, стоят дорого. Но реплик таких не найду я, наверное, скорее всего, 15. Нет?
Есть? Original. А, да? 4 года искал эти диски. 45 рублей. Только диски. Что не сделаешь для красоты и спорта. Вот на таких дисках мы заедем на динамометрический стенд. Спойлер, кстати, покрасится в другой цвет, в желтый. Потому что мы его в спешном порядке красили. Спасибо, Толя, пока. Скажи. Здоровье. Скажи пока, диск. Нет. Машина готова? Готово. Да? Можно ехать? Езжай. Да? Скользко. Что сказать? Самый грустный. Уезжай. Хонда готова? Нет. 300. А вон там коробки лежат. Все в коробках лежат. Короче, сейчас будем тестить, пробовать на улицу выгнать, пусть поработает. Бежит что-нибудь из-под шлангов, не бежит, масло бежит, не бежит. И нажать газ чуть-чуть, прогреться до температуры 70-80 градусов. Ну вот, выехали, первый выезд. Сейчас проверяю все датчики, недочеты какие-то. А в общем, все хорошо. Немножко проблемы со сцеплением, не прокачали, или воздух. Может, жидкость целиком поменять. Ну а так, неплохо. Сейчас я ее немножко потещу. Сзади лысая резина летняя, стоит впереди шип старый, 14 колесо. Ну, неплохо, в принципе, работает, но, конечно, надо настраивать. Еще датчика лямбда кислородного нету, ШЛЗ. Вот. Поэтому, ну, сильно не нажимая, с опаской нахожусь. Вот небольшой тест. Цепа немножко не прокачана. Ну и потихоньку поедем. Камеру еще держать не GoPro же, а Lumix. Так сказать, по дворам покатаемся. Мне уже что-то там не нравится, что-то звук какой-то странненький. Либо это ремень так шоркает об что-то, или еще что-то. Как бы не шкив, моя любимая проблема шкив. В принципе, все хорошо работает. Вот, все датчики в норме. Температура выхлопа 480, 490, 500 на обоих датчиках. Два датчика стоят. Хотели просто замерить разницу. Вот. И оказалась небольшая разница, все хорошо. И получается на 2 цилиндра стоит, на второй, на третий датчик выпуска. Пока в воскресенье никого нет, я круги тут нарезаю спокойненько. Вот. Люди хуя или не вахуя. Коробку, конечно, надо проверить на треке. Теперь, зная недочеты, это сцепление прокачать, тормоза, то, что не сделал, не доделал не до конца. Вот. В основном все нормально. Сейчас все нагретое, посмотреть, может быть, где-то масло подтекает или еще что. Было бы хорошо, чтобы оттуда ничего не бежало. Чисто чувак стоит, места-то нету больше, нахуй. Стоп-хам на тебя, братан. Вот. Ездим по дворам, на кругали наворачиваем. Выхлоп буду переделывать. Сейчас как будто бы выпускная система зажата. Неправильно стоит резонатор, потому что выхлоп покупался с допуском городским. Соответственно, выпускная мощность немножко придерживается и не хватает с этими настройками, с этими ништяками, которые сейчас стоят. Поэтому надо немножко рассчитать, и Толян переварит всю выхлопную систему от А до Я. Вот, и тогда будет другая мощность. Но я думаю, сначала заехать с этой выхлопной системы на стенд, и потом на переделанной, чтобы разница была. Вот.
Тогда мы точно узнаем, что нам не хватает и в какую сторону двигаться. Так. Ну что, тут тупим? Тупишь, едешь, не тупишь? Все тупят. День затупков.